Джунаке, совет старейшин возглавишь ты. Да, вот, правильно, давай. Что, да? Вот самые две тройки там. Сколько человек набралось? Вот сейчас. Старейшин дойдем. А вообще-то не нужно совет Такой старейшин. большой. 17 что-то многовато. Нет, очень много. Многовато, надо было 11, да? У нас не хватает людей. Ну я же голосовал, у нас двое проголосовали за один человек. Мы сами проголосовали. 17 человек слишком много. Конечно, нет. Чем больше, тем ответственность меньше. Тут Читалмайда еще Один где-то. человек нормально. Есть казахтар болса. Елу ағадан жинауы соның үшін Днем и ночью, когда он приедет. Контрол. А Ержанова Мангеды записали? Не надо. Почему? А Аманара пойдет. Давайте, с вашего позволения, зачитаю, да, вот получилось пока, что получилось, 16 там, да? Тихо. Амангарила. Если не всех по фамилии точно. Абу Ислам, Аман Ага, Серик, Гульзифа Смирнова, Умар Айшак, Кудыша Магуль, Умар Асель, Ирлан Гали, Оразгуль, Жан Рашты, Оренбасар, Савле Булатовна, Махмуд, Рахметов, Мотай. Серик Золотабаев. Золотабаев, как имя? Желковой. По паспорту Желтабаев Вазир. И Аида Рустамова. По паспорту. Абай Желтабаев. Жаздық? Аманага, вы тоже самотвод берете, да? Не надо. Активный человек, очень активный человек. Sen самотпудан ма? Sen самотпудан. Саған самотпуд бермейміз. А сама председатель, она же тоже Самотпуд. Председатель. Самотпуд болса сабаймын. Самотпуд болса сабаймын. Серик, контрольно-ревизионная комиссия когда будет? Сейчас. Члены совета? Изнутри. Это отдельно. Сейчас мы это вопрос. Он 6 год. И раздавно. Все, да? Списком проголосуем. Так вот, это, проголосуем по отдельности за каждый списком. Еще раз надо зачитать список. Да? Председатель Турсмай, вот, в эти 17 входят. Остальные 16. Вот. Абу Ислам, Аман Гали, Серик, Гульзифа, Умар, Кудышева, Нургуль, Асель, Ерлан, Оразгүл, Жауғашты, Орынбасар, Сәуле, Булатовна, Махмуд, Амантаяға, Аида Рустемова и Жалқабаев, да? Жилкова, да. Жилкабаев. По паспорту Желкобаев. И по факту тоже. Шелковать, наверное, папа. Ну что, итого 17 человек, включая председателя, в этот список входит. Кто за? Давайте. Единогласно. Единогласно. Против? Нет. Воздержавшись? Нет. Следующий вопрос. Последний, наверное, да? Совет, нет, не последний. Совет старейшин как потом был? Нет, совет старейшин потом. Потом. Вперед. Последний вопрос тогда. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. По количеству мы должны определить, сколько их будет, да, и по
по членам, поименно. 5 человек хватит, наверное. Нет, 3. Нет, 3 хватит. Что? 3 хватит. 3 хватает. 3. Эти вне совета, и как Жанна сказала, тут еще предложение я слышал, да, что члены вот этой контрольно-ревизионной комиссии должны быть выше статусом, ну, не ростом, не весом, да, статусом, то есть это должны быть достаточно принципиальные, честные люди, да, которые потом потребовали бы и от председателя, и от членов совета, да, отчетности в любой момент, там, предоставьте, вот, например, бухгалтерские документы, почему-то выделены деньги, куда ушли. И, да, это вот дополнение в устава должно быть. И эти вне совета. Количество сколько избирает? 3 человека, да? Все за? Да. 3 Феликса должно быть. Теперь предложение по Бухгалтер должен. Да. Бухгалтер Специалист. председатель ревизионной комиссии, 2 члена ревизионной комиссии. 3 человека. То есть всего 3, включая председателя. Нужно ли? Да, Амбассадор. Я предлагаю на должность председателя свою власть. А я же Кого? Вот хотелось бы, чтобы вы председательствовали, не членствовали. Нет, по специальности именно экономический, чтобы был. Алло. Юрист, индивидуальный предприниматель. Урбасар. Да, обязательно. Ваше предложение Урбасар. какое? Сауле Булатову? Да, председателем. Мы только что сказали, да? Это должны быть не члены совета. Да. Не, она может отказаться от членства. Вот если человек возьмет сама вот, От членства. быть членом совета, тогда Да, она имеет право. Вот принципиально адам Гулямай. Гулямай должен. так. Нет, вы можете отказаться регулярно, если эта должность общественная устраивает. Да. Можно отказаться же. И будете Если можно еще одну. Айша. Пусть совмещает. Так, сейчас. Или пусть совмещает. Пусть совмещает. Делаем исключение для совета. Едем. Аксай Мамасов. Он дал своим председателю. Комбатсек Пайва. Айша. Нет, 3 еще адам, хватит. Есть адам был. Нет, еще адам. Озвучу, давайте. Следующее предложение, да? Горбасар предложил Саулю Булатовну, так еще и на это, место председателя контрольной. Или совмещала, или отказался от То есть членства. одновременно. Все. Амантаяга предложил кандидатуру Гулимай, членом контрольно-ревизионной комиссии. И Турснайпа предложил 3 кандидатуры. Ахсаин, Хамбат и Айшат. Здесь мы решили, что контрольно-ревизионная комиссия у нас будет 3 человека, включая председателя, да? Теперь получается у нас 5 кандидатур. Будем голосовать. Предложение. Аксай, он юрист, давайте Аксай оставим. Да. Вот такой там, да? Надо проголосовать. Не, у него еще времени. Да. Вот. Надо проголосовать, она... Нет, не настаивать. Дело в том, что члены контрольно-ревизионной комиссии, они же могут практически в любой момент потребовать документы, прийти, собраться. Они сами ведут эту работу. Потом будут отчитываться как председатель, так и они будут отчитываться на общем собрании, перед советом и на общем собрании. Поэтому здесь мы не можем, не будем привязывать то, что вот у него времени нет. Это другой вопрос, когда мы председателя избирали и избирали членов совета, которые непосредственно будут работать. А члены ревизионной комиссии, им не обязательно ходить на собрание, нет, они в совет не входят. Они могут в любое удобное для них время там, провести свои ревизионные работы. Вот это мы должны тоже понять. Но еще раз озвучиваю, да, должны быть грамотные, юридические, экономические, потому что у нас во многом возникают какие вопросы. У нас возникают всякие экономические передряги, да, которые отражаются на наших отношениях. Поэтому Аксаин был уже 2 товарищами предложен Турсунай и Аманай предложил дважды. Еще предложение. Все, хватит. Тогда будем по каждой кандидатуре в отдельности голосовать. Потому что у нас набралось 5 кандидатур. А мы проголосовали, что 3 члена
контрольно-ревизионных будет 3. Или увеличиваем членство, 5 делаем, да? Все за? Мало. Да, это в том пункте 5 Ну, тогда члены контрольно-ревизионной комиссии это Савле Булатовна, Гулюмай, Саим, Кумбат, Яшат. Но мы опять же говорим, члены контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами совета. Да? Пусть совмещают. Пусть замечают, ничего страшного. Это коррупция. Это коррупция. Мы это мы изначально сказали, теперь давайте вот это. Я Ашербекова Пусть будет самоотвод так, из пусть будет совета. так. Ашербекова самоотвод из совета я. Совет. Обиденно вместе Вместо нее Абильдина. Какой-то семейный подряд получается. Нет, он в совете, а он не в совете. Тогда надо было. Дома договорятся. Тогда у нас в совете Одно вакантное место. одно место в совете освободилось. Аксаин Намазов. Аксаин. Вот Аксаин. Ну, Аксаин у нас тоже. Займ у нас... Президент Буратино. Ермазар. Я вам сказал. Не могу. Не, Совет может. Совет может. Совет может. Не могу. Что там раз в неделю собраться ему? там? Че, самотвод? Ермазар. Не, у нас же в Казахстане есть же Абу. У нас работы-то много, да? Давайте, Ермазар. Да, я предлагаю президента Буратино Ерназар Нуриева. Да. Ерназар Нуриев. Нет, давайте Ермазар, дайте Ермазар. Ну давайте вот проголосуем. Как же, без Юрта Буратино, без Вот на одно место. Тихо. Зачем такие вещи? Две кандидатуры поступило. Ерназар Медеев А Жан... и Ерназар Нуриев. Давай за Нуриева проголосуем за самоотвод. Давайте ставим на голосование. Давай Ерназар. Медеева, реально работает. Медеев. Кто за? Медеев. Единогласно. Каждое собрание будем как в Алмате. Медеев. Он это постоянно. Оператор. Кабағының бірі кетті. Мен де барым сақалым. Ну все. Так, ну вот. На сегодняшний день мы провели вот это собрание, да, совет избрали, членов совета избрали контрольно-ревизионную комиссию, да? Замсовет. Ну, опять же, хочу сказать в конце, что учредили общество на общем собрании, но считается оно действительно с момента регистрации, да, соответственно, совет может уже заседать после регистрации. Когда это произойдет, это уже как бы члены инициативной группы рабочей, которая будет заниматься вопросом регистрации общества, наверное, она известит, тогда вы уже будете избирать из своего состава заместителей, ну и там совет старейшин, молодежи и так далее. Теперь самый главный вопрос. Кто занимается регистрацией вот этой газовой? 5 человек, как рабочие. Чем занимаетесь? Кто будет заниматься регистрацией нашего? 5 человек, которые должны Финансовая полиция. Да. Нургуль бар, Асет бар. У нас есть надежные люди, юридически образованные. Я ни в коей мере не сомневаюсь тут в образованности присутствующих здесь и отсутствующих в том числе. Да? Просто для всех должна быть четко и ясно, кто будет заниматься. Я, во-первых, для себя хотел выяснить, и чтобы все тут услышали. Потому что до этого момента всем этим занималась Жанна Оспанова, да? И она провела классическую, колоссальную работу. Я согласна. И она сейчас, если откажется, кто еще? Я бы хотел знать, и вот теперь мы выяснили, да, что будет заниматься та инициативная группа, которая вас выдвигала. Во главе Нургуль Кудышевой, да? Поэтому список регистрационных. Все услышали? Да. РНК по городу Москве будет регистрация заниматься Умар Расенда и Нургуль Кудышева. Вот. Список передаю. Да, все. И протоколы все эти будут на сегодняшний день пока у них, и просто председатель. То, что у нас есть электронные адреса и телефоны. Можно? Это потом. Это потом Рабочий порядок. Ну, на сегодняшний день мы совет старейшин решили, что потом будет уже в дальнейших собраниях избран, да, в остальных вопросах
Ну что, позвольте мне поздравить всех вас присутствующих здесь, что не с регистрацией, конечно, а с тем, что мы учредили на этом собрании Казахскую национальную культурную автономию города Москвы, да? Приняли, как говорят в Госдуме, в первом чтении устав с условиями дополнения его, да? Избрали председателя, избрали совет и членов совета, и от своего имени я поздравляю и председателя совета, и членов совета. Остальные вопросы по регистрации в Министерстве юстиции и соответствующих властных структурах нашей организации, это уже лежит соответственно Омара Сели и Нургуль Будышева. Да? 5 человек. И я надеюсь, что в дальнейшем у нас не будет и не придется нашим будущим потомкам, которые есть молодежи, что исходя там 5, 6, 7 лет там опять возникнет ситуация аналогичная, которая была вот с Джамаловым. Что не придется... Не будет, потому что сегодня были самые демократичные выборы. Я тоже полагаю, выборы прошли на хорошем вот таком вот демократическом уровне и были действительно справедливыми, да? Спасибо всем. Если кто-то желает выступить, пожалуйста. Я хотел собрание закончить. Мы создали это общество, да? Теперь кто будет финансировать, откуда будут деньги? По поводу финансирования Жанна вначале сказала, да, что это общественная организация. Все мы знаем, вот несколько лет все мы там Мы не откажемся от в этой общественной организации в работах, да, принимаем участие. Но теперь уже работа совета и председателя непосредственно это участие. Вот есть в Москве, по городу Москве. Понял. Департамент по национальному культурному. Следующее. Там надо участвовать. Все, понял. Все, ответил. Теперь следующее. Почему вот получилось так с этим Пулатовым? В 1994 году я дал 10 миллионов рублей лично на проведение мероприятий колонны в зале Дома Союза. Он не отчитался. Поэтому Сюинш очень дорого с ним спорил. В 2000 году я полностью выкупил колонны зал Дома Союза. Арендовал с утра до вечера. Потом... Нет, я хочу сказать, чтобы не было больше вот... Вот это у нас тоже, у меня тоже было пожелание вот это абсолютно. Но то, что уже было там с Владимировичем, оставим это его, на его совести, да? Многим нам это известно, не будем его обсуждать здесь. Да. Я хочу обратиться к присутствующим. Тихо. Спасибо нашему председателю собрания, который провел собрание очень хорошо, культурно, грамотно. Спасибо. Всем спасибо. Протоколы все, вот, секретаря.